Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Казахстане траур по погибшим во время террористических атак в Актобе. 6 из нападавших до сих пор не пойманы. К ним обращаются родственники с просьбой сдаться властям. Сдайтесь и покайтесь. Бойтесь суда Божьего. Пожалуйста. В Таджикистане ввели принудительное лечение туберкулеза. Врачи надеются, что эта мера хоть как-то повлияет на распространение эпидемии, охватившей почти всю страну. Заболели и умерли все в семье. Правительственная армия Ливии ворвалась в город Сирт, где сосредоточены главные силы террористов ИГИЛ. А в иракской Фалудже в заложниках у террористов оказалось 90 тысяч человек, а не 50, как считалось ранее. Люди покидают город вплавь, многие тонут. Фирменных криков Шараповой никто не услышит как минимум 2 года. Спортсменку все-таки отстранили от большого тенниса за допинг, несмотря на ее чистосердечное раскаяние. Я понятия не имела об этом. В Подмосковье разбился истребитель Су-27 из лучшей в мире пилотажной группы «Русские витязи». Погиб пилот Сергей Еременко. Министерство обороны России сообщило, что самолет потерпел крушение, когда возвращался на базовый аэродром после очередного авиашоу. Скорее всего, причиной стала техническая неполадка. Вы видите последнее воздушное шоу гвардии майора Сергея Еременко. Он выполнял фигуры пилотажа на показательных выступлениях, приуроченных к открытию памятника авиаторам в подмосковном поселке Ашукино. Буквально через несколько минут случилась трагедия. Пилот не катапультировался из падающего истребителя до последнего момента, чтобы отвести самолет от населенного пункта. Ему это удалось, но спастись самому не хватило времени. Самолет упал в лесу. Рядом с ним было обнаружено тело погибшего летчика и бортовой самописец. У Сергея Еременко осталась жена и 2 малолетние дочери. 9 июня в Казахстане прошли траурные мероприятия по погибшим во время вооруженных атак в городе Актобе. На всех ведомственных зданиях приспущены государственные флаги. В нескольких городах республики прошли траурные митинги. В самом Актобе жители весь день несли цветы к местам террористических нападений. Траурный митинг прошел и в воинской части Национальной гвардии, которая приняла основной удар террористов. В центральной городской мечети прошло богослужение по погибшим. Также память жертв почтили во многих городах Казахстана, там, откуда родом были погибшие военнослужащие и где они учились. Тем временем 6 преступников, принимавших участие в нападениях, до сих пор не пойманы. В результате контртеррористической операции 13 нападавших были уничтожены на месте, 14 были ранены и задержаны. Также выявлена целая группа из 20 человек, которые в последний момент отказались от участия в атаках. Родственники тех, кто находится в бегах, записывают видеообращения к ним. В частности, брат предполагаемого террориста Дмитрия Танатарова, Владимир, выложил в Ютубе свою просьбу к брату сложить оружие и сдаться властям. Прошу тебя, пожалуйста, покайся и сдайся. Брось оружие. Откажись от оружия, брось все оружие. И кто с тобой рядом, попроси их бросить оружие. Сдайтесь и покайтесь. Бойтесь суда Божьего, пожалуйста. Бог тебя любит, я тебя люблю. Все родственники тебя любят и за тебя очень переживают. Пожалуйста, Дима, покайся с Богом. Покайся, я тебя очень люблю. На фоне траура жители страны обсуждают предложение президента Казахстана вновь ввести смертную казнь. Мораторий на нее действует в стране с 2003 года. Единого мнения у казахстанцев по этому вопросу нет. Видела эти фотографии, которые высылали для ориентировки, да? Ну, чисто внешне, так понимаешь, что у людей в воспитании отсутствовало полностью человеческое что-то. Поэтому будет ли большим сожалением, если мы избавимся от них физически? Обязательно. Преступления, совершаемые им против мира и безопасности всего общества, должны таким образом наказываться. Никак, наверное. Ну, в смысле, мне все равно. Смотря какой террорист. Если террорист является как убийца людей, то, конечно, я, скажем так, согласен с смертной казнью. Если террорист в плане там какой-то просто политической какой-то деятельности, то ужесточенные сроки. Но я слышал, что он выразил такое, что было бы жесткое наказание. Я думаю, я поддержу его. Решение ее одним
одного узкого аспекта этой проблемы. И таким жестким способом это не даст эффекта. Я считаю, что да, можно было бы ввести, потому что некоторые преступления, особенно с множеством убийств, они, мне кажется, заслуживают смертной казни. Я думаю, да. Потому что много еще плохого они делают. Нет, смертная казнь, я думаю, неправильная мера, потому что у нас еще не на таком уровне судебная система развита, поэтому лучше этого не делать на сегодняшний день. В Таджикистане ввели принудительное лечение больных туберкулезом. Президент Рахмон подписал проект поправок, закрепляющих за врачами это право. В республике свирепствует настоящая эпидемия. Врачи регистрируют сотни смертей из-за этой болезни. В некоторых кишлаках и даже районах болеют поголовно все. Тем не менее, жители республики часто скрывают свое заболевание. Анушервон Арипов о новой мере таджикских властей. Жители поселков, которые знали, что они больны туберкулезом, не приходили на рентген. Они даже убегали от нас. Саид Ислом не врач-фтизиатр, он дантист. Однако именно благодаря его усилиям около 4 лет назад были подавлены несколько вспышек туберкулеза в районе Хамадони Хатлонской области, с которыми никто не мог справиться. Местные жители просто не хотели лечиться и скрывали, что болели. Саид Ислом нашел выход. Зараженным и тем, кто соглашался принимать препараты, он выдавал гуманитарную помощь. Во второй раз, когда мы проводили в кишлаках проверки на туберкулез, мы привезли одного быка, раздавали людям мясо, привезли другую еду, предметы гигиены и одежду. Благодаря этому больные сами стали вставать в очередь. Деньги на помощь ему давали более зажиточные жители поселков, где свирепствовала палочка Коха. Но большую часть суммы он накопил сам, откладывая зарплаты. Крупные вспышки заболевания были ликвидированы, но Саид Ислом продолжает борьбу и сегодня. Я уже 27 лет практикующий дантист, и 5 лет назад я создал НПО «Бабуна» для борьбы с туберкулезом. В основном организация финансируется с моего заработка. За 5 последних лет туберкулезом в его районе переболели более 1000 человек, и сотни погибли. Поэтому новые поправки в закон, обязывающие проходить полный курс лечения, Саид Ислом считает спасением. Мой брат приехал с туберкулезом из армии. Мы тогда не знали, чем он болел. Так как он не лечился, заболели и умерли все в семье. Я лечилась 6 месяцев, прошла полный курс. Сейчас анализы показывают, что у меня нет палочки Коха. У Ашурой Амиркуловой от туберкулеза умерли брат, мать и младшая сестра. Сама она выжила и сегодня учится на медсестру. Хочет в будущем помогать больным туберкулезом и считает, что таких людей нужно лечить насильно, иначе могут заразить большое количество окружающих. Наш центр был построен в 70-м году. С тех пор он не ремонтировался. Если мы найдем доноров, отремонтируем больницу. Хотя центр и соответствует санитарным нормам, зимой он практически обесточен. Многих больных туберкулезом отпугивают условия содержания в медцентре района Хамадони. После принятия этих поправок, по прогнозам специалистов, в ближайшем будущем удастся снизить заболеваемость туберкулезом на 5-10%. Не теряя времени, больных можно будет оградить от родственников, входящих в группу риска. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Новости из России, связанные с выходцами из Центральной Азии. В Подмосковье в городе Нарафаминск задержаны 4 граждан Таджикистана, которые взяли в заложники 2 своих земляков и, угрожая оружием, требовали с их родственников 2 миллиона рублей. Преступников задержали в ходе спецоперации, заложники были освобождены. Вы видите кадры, которые выложила пресс-служба УВД Московской области. На них эпизод спецоперации, которая носила название «Булат». Сначала офицерам спецназа удалось схватить вымогателей. Чуть позже, в 85 километрах на другом конце Подмосковья, были найдены и освобождены заложники. Между тем, на полицейском видео куда больше 4 задержанных, и, возможно, скоро будет опубликована новая информация об этом преступлении. Это далеко не первый случай, когда этнические преступные группировки захватывают в заложники своих земляков и требуют большого выкупа. К сожалению, из-за того, что выходцы из Центральной Азии боятся обращаться в полицию, многие из заложников погибают. Далее в программе. Правительственная армия Ливии ворвалась в город Сирт, где сосредоточены главные силы террористов ИГИЛ. А в иракской Фаллудже в заложниках у террористов оказалось 90 тысяч человек, а не 50, как считалось ранее. Люди покидают город вплавь, многие тонут.
Фирменных криков Шараповой никто не услышит как минимум 2 года. Спортсменку все-таки отстранили от большого тенниса за допинг, несмотря на ее чистосердечное раскаяние. Я понятия не имела об этом. В Ливии проправительственные силы нанесли неожиданный удар по террористической группировке «Исламское государство». Мировые СМИ распространяют кадры ожесточеннейших боев за ливийский город Сирт, который длительное время находился под полным контролем боевиков ИГИЛ. Предполагалось даже, что лидеры ИГИЛ после начала решительной борьбы с группировкой в Ираке и Сирии скрываются в Ливии. Как сообщает Рейтер и другие западные СМИ, наступающим войскам законного правительства Сирии удалось полностью разгромить 2 самых крупных лагеря террористов и взять под свой контроль значительные территории вокруг Сирта, который является крупнейшим нефтеналивным портом на Средиземном море. Также сообщается, что военно-морские корабли Ливии высадили десант и захватили прилегающую к морю часть этого 3-го по величине города в Ливии. Террористы из ИГИЛ оказывают упорное сопротивление. О характере боев можно судить по этим кадрам, которые сегодня показывают все ведущие мировые телеканалы. Тем временем из сирийского Алеппо местные правозащитники передали видеосвидетельство применения вертолетами армии Башара Асада так называемых бочковых бомб. Эти бомбы бесполезны против бетонных бункеров и укреплений, где скрываются сирийские повстанцы. Зато они производят чудовищные разрушения в жилых кварталах. Вы видите последствия применения этих бомб в одном из районов Алеппо, подконтрольного умеренной сирийской оппозиции. Точное количество жертв этой варварской бомбардировки пока не сообщается. В соседнем Сирии Ираке, где правительственная армия при поддержке американской авиации штурмует захваченный террористами из ИГИЛ город Фаллуджа, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Представители ООН заявили, что в Фаллудже, по последним данным, в заложниках у боевиков находится почти в 2 раза больше людей, чем предполагалось ранее. Не 50 тысяч, а 90 тысяч человек. Люди пытаются покинуть город, который находится под перекрестным огнем со всех сторон. Мы недооценили число гражданских лиц, которые находятся в Фаллудже. Мы думали, что там будет около 40 до 50 тысяч гражданских лиц под огнем. Однако люди оттуда говорят нам, что эти цифры ближе к 90 тысячам человек, которые не могут выбраться из окруженного города. Эти кадры, которые распространяет иракская правительственная армия, дают представление о том, насколько интенсивным обстрелам и бомбардировкам подвергается сегодня Фаллуджа, и о том, в каком ужасе находится сейчас ее население. Многие пытаются покинуть город вплавь через Ефрат. Вот какие сцены происходят на берегах реки в паузах между обстрелами. Часть пытающихся спастись тонет. Ситуация на востоке Украины значительно усложнилась. Это признают обе стороны конфликта. В результате ночного обстрела нескольких районов Донецка 1 человек погиб, 15 ранено. Все они гражданские лица. Об этом заявили представители так называемой ДНР. Это самые тяжелые обстрелы за последние полгода. Есть потери и среди боевиков-сепаратистов. 1 погибший и 1 раненый. Украинские власти заявляют о жертвах только среди военных. 1 человек погиб, еще 5 ранены. Раненых мирных жителей в Донецке спасали соседи. У бабушки ранение в живот было, у дедушки легкое ранение головы. Мы, получается, выбивали дверь, выводили их. Где там такой контуженный был, я не знаю, потому что потерянный в пространстве. Довели до нас, положили на матрасы. Знаменитые крики Марии Шараповой ее поклонники не услышат целых 2 года. Одна из лучших теннисисток мира все-таки окончательно дисквалифицирована за употребление мельдония. Сама спортсменка сегодня никаких комментариев по поводу решения Международной федерации тенниса пока не дает. Напомним, 7 марта этого года Мария Шарапова официально заявила, что получила уведомление о положительной допинг-пробе. 12 марта она была временно отстранена от участия в соревнованиях. И вот теперь 2-годичная дисквалификация. Это означает, что теннисистка пропустит предстоящую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Мельдоний был запрещен только в начале 2016 года, о чем спортсменов официально предупредили в письменном виде. Однако Шарапова сказала, что она пропустила это письмо и продолжала принимать препарат в медицинском
медицинских целях, которые ей выписывал врач. Она уговаривала Федерацию не дисквалифицировать ее за незнание. В течение последних 10 лет я принимала препарат под названием Медронат. Его мне прописал мой врач. Несколько дней назад, когда я получила письмо от Международной Федерации тенниса, я узнала, что этот препарат имеет и другое название – мельдониум. Я понятия не имела об этом. Очень важно заметить, что в течение 10 лет этот препарат не был запрещен в АДА, и я его принимала легально. В январе правила изменились, и мельдониум стал запрещенным препаратом, о чем я не знала. Тем временем спортсмены российской сборной по легкой атлетике, которых так же, как и Шарапову, уличили в употреблении допинга, продолжают упорно готовиться к предстоящей Олимпиаде в Бразилии. Сейчас спортсменам предстоит повторный тест на допинг, и если он также покажет положительный результат, сборная России останется дома. А о том, что сейчас происходит, об этой ситуации никто не задумывается, все, повторюсь, готовятся. Ну, конечно же, это давление, да, в любом случае. И приходится искать в себе дополнительные силы для того, чтобы тренироваться с той же интенсивностью, да, не сдаваться и знать о том, что нас все-таки выпустят, да, на международную арену, и мы сможем бороться с теми соперницами, с которыми мы боролись и прыгали все предыдущие годы. Методологически, да, этот рубеж ни на что не влияет. Как тренировались, так и будем тренироваться. Но так, конечно, да, будет интересно. Тем более, что интрига такая, с каждым днем, что вообще... Это далеко не первый скандал с российскими спортсменами. В последние несколько месяцев выяснилось, что даже на домашней зимней Олимпиаде в Сочи многие россияне добились медалей, используя запрещенные препараты. Дисквалификация сегодня грозит не только легкоатлетической сборной. В Москве протестуют владельцы хостелов. Законопроект, который сейчас обсуждают в Госдуме, может поставить крест на их бизнесе. Документ запрещает размещение хостелов и мини-отелей в жилых помещениях, то есть в квартирах. По словам владельцев хостелов, это похоронит внутренний туризм в России. За траурной церемонией наблюдал Сергей Дик. В траурном молчании, склонив головы, в Москве хоронили внутренний туризм. Выйти на эту протестную акцию хостельеров вынудил новый законопроект. Как раз сейчас его обсуждают в Госдуме. И уже приняли в первом чтении. Если его утвердят окончательно, то хостелы и мини-гостиницы, размещенные в квартирах, попадут под запрет. По всей России это сотни тысяч адресов. Сотни тысяч. Ну, фактически мы вернемся к ситуации начала 90-х годов, когда у нас будут большие гостиницы, построенные изначально для оказания гостиничных услуг, и больше ничего. Формулировка в законопроекте слишком размытая, указывают его противники. В жилых помещениях нельзя оказывать услуги размещения, так по букве закона. А если это не квартира, а дом на побережье Черного моря, ведь тоже жилое помещение. А если кто-то просто приехал в гости, получается, принятие документа ударит по всем. Обратите внимание, здесь ни слова не сказано о том, должна ли эта услуга быть платной или бесплатной. То есть, если к вам из Петербурга приехали друзья, и вы оставили их у себя ночевать, вы оказываете им услугу размещения? Фактически вы нарушили закон только что. Типичные будни московского хостела. Кто-то готовит завтрак, кто-то смотрит телевизор. Койко-место 750 рублей, двухместный номер 2500. От порога до Красной площади 15 минут спокойным шагом. Гостиниц с такими ценами в районе Замоскворечья не найти. А где у нас соль-то? Соль законопроекта хостельер Анна Боровикова не понимает. Ведь депутаты утверждают, что на хостелы поступает много жалоб. Но ее соседи, напротив, написали письмо в ее защиту. То ли неправильные соседи, то ли неправильный закон. Мы наоборот вместе, мы там с соседями гоняли бомжей из подъездов, там я лично ставила домофон, мы там стараемся подъезд сами подметать, что-то где-то увидим, убираемся домофон и так далее. Это ваше? Домофон, да, поставила я. Постояльцы о новых правилах для хостелов не слышали, а услышав, сильно удивлялись. Я думаю, что, во-первых, это отразится на туризме достаточно ощутимо, потому что все-таки далеко не каждый себе может позволить приехать и снять гостиницу. Пенсионерка Татьяна Петрова признается, журналистов стесняется, но на пикет все равно вышла. Открытый 5 лет назад хостел теперь единственный источник дохода в семье. Среди постояльцев были и беженцы с Украины, их Татьяна Петрова размещала бесплатно, и бедные студенты, для них она делала скидки. Но скидку для ее скромного семейного бизнеса делать никто не спешит. Вы знаете, меня что удивляет, вот я уже не первой молодости и свежести человек, меня удивляет то, что наше правительство как будто глухое. И те 415 депутатов, которые приняли законопроект в первом чтении, они даже не понимают последствий, что произойдет дальше. Дальше, предсказывают хостельеры, закроется 80% хостелов. И это за 2 года до чемпионата мира по футболу.
Для туристической отрасли нокаутирующий удар. Но авторы законопроекта пока непримиримы. Они сравнивают хостелы по условиям с местами лишения свободы. Без работы, но на свободе. Таким образом, только в Москве могут оказаться около 10 тысяч человек. Сергей Дик, Игорь Дорошенко, Евгений Зимин. Настоящее время. В Бишкеке открылся первый детский хоспис. Он существует исключительно на благотворительные деньги. Как говорят создатели хосписа, государство даже не обратило внимания на его появление. Шавкат Тургаев с подробностями. Маленькая Раяна, наверное, еще толком не осознает, что страдает серьезной болезнью. Всегда улыбчивая, она рада людям, которые о ней заботятся. Девочка проживает в недавно открытом в Кыргызстане первом детском хосписе. Врачи диагностировали у нее энцефалопатию, отек головного мозга. Питаться Раяна может только через трубочку, проведенную в нос. Шансов на выздоровление у нее нет, говорят врачи. Сотрудники хосписа делают все, чтобы она чувствовала себя комфортно. Раяну мама привозит утром. Днем она у нас проводит время. Мы ее покормим и укладываем спать. О проблемах неизлечимо больных основатель хосписа Динара Аляева знает не понаслышке. Долгое время она работала в фонде, который оказывает помощь онкобольным. Открыла учреждение на пожертвования простых людей и меценатов. Здесь у нас вся гуманитарная помощь, которая приходит от населения. Это и подгузники, и продукты, и вот нам подарили недавно холодильник, стиральная машина. За полгода работы хоспис успел принять 40 детей, причем не только страдающих раковыми заболеваниями. Денег за обслуживание здесь не берут, все абсолютно бесплатно. Им отведен очень короткий срок жизни. И мы должны говорить о том, чтобы как повысить качество их жизни, чтобы они не страдали, чтобы они умирали, не испытывая боли, чтобы они умирали не в реанимации, а среди любящих людей в семье. Желающих попасть сюда много, но здание одновременно может принять только 4. На аренду помещений побольше денег нет. Мэрия вроде бы обещает помочь в этом вопросе. И мы очень надеемся, что этот вопрос решится, потому что на те деньги, которые вот мы оплачиваем аренду здания, мы могли бы на самом деле делать очень серьезные вещи. При хосписе работает выездная служба помощи. Она реагирует на все звонки и выезжает по адресам. Оказывает медицинскую помощь не только детям, раздает необходимые медикаменты. Но всем помочь не получается. Даже если мы не сможем помочь всем, да, то мы хотя бы сможем открытием хосписа привлечь внимание государства, общественности к тому, что в нашей стране совершенно не оказывается паллиативная помощь пациентам. Власти на появление детского хосписа толком не отреагировали. А пока учреждение выживает за счет неравнодушных людей, бизнесменов и энтузиастов, таких как Динар. Шавкат Тургаев, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.